В эфире программа «Тема дня» на ЮА Крым, в студии Георгий Спасобокотский. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о судьбе крымско-татарского народа и о том, как сохраняются традиции народа, ставшего снова изгнанником. Сегодня у нас в гостях Гюльнара Бекирова, историк, этнополитолог. Здравствуйте, Гюльнара. Здравствуйте. Собственно, напомню тем, кто забыл, крымские-то татары не забыли, конечно, 18 мая 1944 года, когда началась операция по масштабной депортации крымских татар, да и не только, потом были депортированы из Крыма греки, болгары, армяне. Формулировка, по которой осуществлялась эта депортация, это пособничество нацистам, какие-то массовые истребления советских людей. Вы как историк, может быть, не совсем отстраненный, да, историк, тем не менее, насколько такие обвинения имели почву? Понимаете, Крым был, во-первых, нужно, конечно, сказать, что Крым был оккупирован буквально в первые месяцы войны. И, конечно, это тот существенный фактор, который впоследствии повлиял и на этот процесс, да, на страшный процесс изгнания. По сути, сегодня ведь мы, когда говорим о Крыме, мы забываем очень существенную вещь. Население Крыма практически на 90% поменялось. И вспоминая недавние так называемые праздники, да, мы же понимаем, что это праздник со слезами на глазах, 9 мая. Потому что население Крымского полуострова, сказать, что пострадало, это значит мало сказать. Как раз-таки в результате этих масштабных, применительно крымским татарам, тотальных депортаций, Крымский полуостров вообще опустел. Касательно депортации крымских татар, действительно, ровно за неделю, 11 мая 1944 года, Сталин подписал постановление Государственного комитета обороны, где было несколько таких серьезных обвинений. Но, разумеется, говоря об этом, мы вспоминаем и о том, как трагически развивалось, например, партизанское движение в Крыму. О том, что, по сути, Макроусов и Мартынов, руководители партизанского движения в Крыму, по сути, его провалили. Впрочем, как был провален и первый же этап войны. Но эти личности, они попросту писали доносы на крымских татар о том, что дескать, крымские татары не содействуют процессу борьбы. Но никто на самом деле не боролся. То есть на самом деле партизанское движение в Крыму кое-как стало развиваться только в 1943 году, а в 1941-1942 году оно было полностью провалено. И, в общем-то, тогда, собственно говоря, трагедия оккупации, о чем мы даже и сегодня неоднократно вспоминаем, и крымской оккупации, и всех оккупированных территорий, а если мы еще шагнем в Европу, да, мы увидим, что, по сути, и вся Европа, по сути говоря, преклонила колено перед Гитлером. Многие территории, многие страны просто сдались без боя. Да. Но это мы знаем, это уже отдельный сюжет. Я не говорю об отдельных крупных личностях, как Кнут Гамсун, например, да, лауреат Нобелевской премии, да, за что потом, в общем-то, он подвергся уже обструкции в своей собственной стране. Но я не хочу так далеко уходить. То есть оккупация – это, конечно, страшное испытание для населения. По сути, население становится заложником. И тут уже кто-то как-то выживает как может. Но сказать, что крымские татары вели себя как-то в этих условиях отлично от людей на других оккупированных территориях, это, конечно, нельзя. И, конечно, вы тут же у меня, наверное, спросите, а почему как же 1,5 миллиона советских граждан, да, которые служили в различных формированиях у нацистов, РОНА, РОА, Донские казаки, республика, Локотская республика, верно, да. И там, в общем-то, первенство, как ни странно, у русских было. Но русских, наверное, дальше Сибири не зашлешь. Да, и как можно было это сделать? Нужно же было Сталину опираться на кого-то, да, в своих размышлениях. Конечно, он опирался на большинство. И поэтому в 1945 году первым его тостом был тост за великий русский народ, победитель в Великой войне. И, в общем, по сути, мы и сегодня, находимся в плену в значительной степени этой мифологии еще сталинского периода. У меня, кстати, сразу вопрос насчет мифологии. Георгиевская лента, которая сейчас вернее, не сейчас, 2005 года, целенаправленно, такая политтехнология, тиражируется в России, такая истерия определенная.
Ну, для кого-то, кто-то воспринимает как истерию, кто-то как патриотический такой вздрызг. Как бы интересно отнеслись в 1944 году к георгиевской ленточке, которую активно использовали как раз вот формирование российские, которые воевали на стороне немцев. Ну, хотя я, собственно, тех русских тоже не очень могу осуждать, учитывая те ужасы коммунистического режима, те репрессии, которые были перед войной, но, тем не менее, там были весьма печальные факты. Так вот, о георгиевской ленточке. Нет, ну это однозначно, это как бы символ, ну то, чего вы сказали. Ясное дело, что это все вообще не имеет, это отношение имеет к исторической мифологии, которая сегодня заново уже вот применительно к Крыму, я хочу вернуться, возрождается на современном этапе. Почему это важно? Ну, например, новая мифологема, то есть очередная мифологема о русском, о вечно русском Крыме. Но на самом деле, конечно, мы должны тут вспомнить опять-таки историю крымских татар, потому что до первой аннексии 1783 года, а перед этим, начиная с 1441 года, у крымских татар была своя государственность, Крымское ханство. То есть это был период порядка 340 лет. Ну и немцы могут претендовать на некоторую в определенном смысле, и скрепность Крыма, ведь готы, собственно, но дело в том, что русский-то Крым, и если мы начнем опять-таки считать, если уже апеллировать, так сказать, подсчетами, да, то русским он был значительно меньше, всего в 2 раза меньше, собственно говоря. Но автономия крымских татар, по сути, начиная с 21 по 45 год, по сути, это Крымская ССР была автономией в составе РСФСР, но она была национальная. Первые должности, если вы возьмете просто пофамильно, главу республики, главу правительства, это начиная с 24 года, с Вели Ибрагимова, вплоть до депортации, все первые должности занимали крымские татары. За исключением партийной, ну это тоже понятно, это тоже особенность была национальных республик, смотрящий должен был, конечно, следить тут за идеологическим порядком. И вот, конечно, по этой причине прослойка крымско-татарских большевиков, ну, скажем так, условно большевиков, да, советских людей, была достаточно велика. И на самом деле это в значительной степени уже вот за эти четверть века, то есть к моменту войны, несмотря на массированные репрессии 20-30-х годов, потому что первым как раз был расстрелян из глав национальных республик как раз крымско-татарский руководитель Вели Ибрагимов. А потом это уже был, конвейер уже репрессивный заработал полным ходом. И в 1937 году, в 1938 году был действительно пик репрессий против так называемых крымско-татарских националистов. Но это тоже очень условно, как мы понимаем, потому что это были не националисты. Ярые националисты в своем большинстве, например, такие как Джафер Сейдамет. Они выехали уже в 20-х годах в Турцию, покинули страну, потому что у них никаких не было иллюзий относительно сотрудничества с большевиками. А вот, например, такие люди, как Асан Сабри Айвазов, еще один из руководителей первого Курултая, мы это видим по его переписке с Джафером Сейдаметом, он первые годы своего существования, он пребывал, витал в империях и писал Сейдамету о том, что я буду там строить новую жизнь. Ну, как Грушевский, в общем-то, да, я буду сотрудничать. Но это закончилось тем, что в 1928 году его арестовали, поставив перед такой альтернативой либо сотрудничать с органами, либо погибнуть. Он выбрал вот эту трагическую, так называемую альтернативу. Мы понимаем, что это не выход, конечно. По сути, стал сексотом. Но это все равно не уберегло его от того, что в 1938 году вместе с большой группой крымско-татарских интеллигентов его расстреляли. И это, кстати, урок всем, кто хочет сотрудничать с оккупантами или кто пытается это делать. Один из исторических уроков. Насчет автономии, сразу по завершению депортации, операции по депортации крымских татар, была ликвидирована, собственно, и крымская автономия национальная. Это случилось так формально через год, да, но, в общем, мы понимаем, что, например, да, и говоря о русском Крыме, ведь когда мы сегодня, не мы, а кто-то произносит этот миф о русском Крыме, мы тут же вспоминаем, что уже через 3 месяца после депортации крымских татар в сентябре 1944-го проходил пленум Крымского обкома, на котором было сказано: мы должны превратить Крым в наш новый Крым с его русским укладом. Это правильно, потому что Крым был пустой, и началось переселение значительных масс. И тогда же инженеры человеческих душ, писатели, наши с вами, с позволения сказать, коллеги, журналисты, стали
обслуживать вот эту самую мифологему. И поэтому, ну, это, конечно, массированная атака на мозг, потому что мы же понимаем, что это сейчас у нас выпустить книгу в 1000 экземпляров – это подвиг, да? А тогда речь шла, там, тиражи Петра Павленко это 15 миллионов экземпляров. Там его книга «Счастье», где говорилось о новом русском Крыме, ну, не было ни одного человека, кто бы эту книгу не прочитал в Советском Союзе. На прошедшей вчера пресс-конференции президент Петр Порошенко отметил, что статус автономии крымских татар украинская власть должна обеспечить давно. Он подтвердил готовность представить на рассмотрение украинского парламента изменения в Конституцию по этому вопросу. Я звернувся до Конституційної комісії, сформована робоча група. І сподіваюся, що робота буде завершена і дасть мені можливість внести ці пропозиції до Верховної Ради. И крымские татары обратились в Организацию Объединенных Наций, Европейский парламент, Совет Европы, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сообщество требует принять меры по деоккупации Крыма и защитить крымских татар от репрессий на полуострове. Вимагаємо від Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, Ради Європи, Організації з безпеки та співробітництва Європи здійснити заходи, спрямовані на негайне припинення Російською Федерацією тимчасової окупації Криму, термінове звільнення політв'язнів, повне виведення російських військ з Кримського півострова та відновлення територіальної цілісності і суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. Ну, очевидно, что это требование, конечно, Россия проигнорирует, сомнений нет. Как и все прочие требования такого естественно. рода. Но у меня другой вопрос. Выселяли татар, опять же, такие чудовищные обвинения. Прислали контингент, который должен был обеспечить это выселение, эту депортацию, порядка 150 тысяч сотрудников НКВД, внутренних войск и так далее. Ожидали, очевидно, какого-то сопротивления, но его не было, да, так как и вот, собственно, и в эту оккупацию уже современную. Почему? Ну, в эту оккупацию это мы оставим. Это не будем сейчас трогать. Насчет сопротивления, там было какое-то сопротивление, конечно, но оно в основном, конечно, было такого морального свойства. Но опять-таки и по той же причине, да, ведь когда идет речь о депортации крымских татар, мы должны все-таки четко понимать, что в своем подавляющем большинстве речь идет о депортации женщин, стариков и детей, потому что большая часть мужского населения находилась на тот момент в армии, Красной армии, я хочу это подчеркнуть. Кстати, что интересно, что тех военнослужащих крымских татар им тоже не разрешили вернуться в Крым. Не, разумеется, об этом было, есть огромный массив документов о том, что запретить там крымско-татарским военнослужащим возвращение в Крым и направить места спецпоселения. Но что очень важно, здесь я уже могу говорить достоверно, потому что мой отец 25-го года рождения, теперь уже покойный, так же, как и многие ребята призывного возраста, то есть на начало оккупации у него еще был возраст не призывной, но уже в 1944 году его, так же, как и других молодых ребят, отправили в трудовую армию. Это случилось сразу же, когда началось освобождение. То есть люди даже не понимали, то есть обезглавили, даже на этом уровне. То есть, по сути, если мы посмотрим свидетельства, то речь шла либо о стариках непризывного возраста, о мужчинах, да, это, к слову, о сопротивлении. И плюс, конечно, как мы опять-таки видим по документам, если говорить о степном районе, то бежать вообще некуда было. Если говорить о горных районах, например, о Судакском, несколько казусов было, то есть пытались и сопротивляться, и бежать, и, естественно, тут же НКВДисты, солдаты расстреливали этих людей, и об этом тоже, в общем, есть документальные подтверждения, но в общем и целом, конечно, по сути, операция была, в кавычках, конечно, проведена успешно, и масса людей в погонах было награждено. Что интересно, и после депортации началось переименование населенных пунктов Крыма для того, чтобы стереть память о тех людях, которые там жили. Это вообще удивительное дело, потому что ведь шла еще война, но уже, кстати, это тоже напоминает очень сильно и современный период, потому что первое же, что было сделано, там были
там, денежных средств, денежные массы вброшены, чтобы начать заново писать историю Крыма. Кстати, и тогда, и сейчас. Ну, сохранилась уникальная хроника, которую много часов отсматривал наш режиссер Игорь Малахов. Давайте посмотрим, вот каким Крым был тогда. Это хроника 20-30-х годов. Это мне показывал директор архива кинофона документов. Это у них сохранилось. Это, конечно, да, это блистательная вещь. Но что интересно, что очевидно, тут есть не только крымские татары, да, греки, болгары и так далее. Вот это, нет, там есть, ну вот, например, это Хайтарма, да, мы даже артистов смогли идентифицировать. Вот эта солистка, но она, по-видимому, погибла, она появилась в коллективе, это ансамбль Хайтарма, где-то уже в конце. Ну вот видите, обратите внимание, да? То есть все надписи были... Коммунистическая наверняка демонстрация, нет, других, наверное, не было, да, правда? но это, скорее всего, до 28-го года, потому что еще арабица. Потом, значит, появилась латиница, ну, а потом уже кириллица, и, в общем, ну, такие процессы сложные, кстати, и с языком происходили. Ну вот тоже, что достаточно драматично, депортировано было больше 200 тысяч, при этом по данным, например, Узбекской Советской Социалистической Республики, куда в большинстве были переселены крымские татары, 19% погибло уже от болезней, от тяжелых условий. Это по скромным подсчетам. По скромным подсчетам. А, конечно, летопись, ну, скажем так, самоперепись и наша национальная летопись, да, крымско-татарская, самоперепись населения производилась в 60-х годах. Это была подворная, ну, скажем так, самоперепись, когда просто по семьям активисты движения ходили и узнавали, сколько в их семье погибло людей. То есть сегодня тоже проходит этот процесс, значит, прокуратура Автономной Республики Крым сейчас тоже проводит это расследование, в том числе и демографические потери. Мы сегодня уже имеем цифры выше. Ну, я думаю, что речь идет порядка, как минимум, по скромным подсчетам, о 30 тысячах, то есть о трети погибших. Это по скромным вот, подсчетам. Простите за это в значительной такую степени больше, чем странную любой бухгалтерию, войне. да, вот такой вопрос некорректный задам. Термин геноцид, вот в каких случаях можно применять, вот в каком процентном Даже соотношении? когда речь идет, здесь вообще нет речи, вот если вы конвенцию посмотрите, даже когда речь идет об убийстве одного человека по национальному признаку, в конвенции все это расписано. То есть здесь и об этом пишут все западные исследователи, кто анализировал конвенцию, ну и специалисты, там, например, Пьер Видаль-Накея, Элен Каррер-Данкос, то есть специалисты как раз по геноциду. Кстати, и Наймарк. И, кстати, ну, может быть, не все знают, наши зрители, что человек, благодаря которому, собственно, конвенция была принята, львовянин, там, еврей львовского происхождения, в своих работах Рафаэль Лемкин как раз об этом писал. И о, значит, геноциде украинцев, и о геноциде крымских татар. Но, к сожалению, этот великий человек скоропостижно скончался. И вот эти поправки уже тогда, в 50-х годах, когда это могло было быть, не были внесены в конвенцию. Как сохранились традиции, если Родина недоступна? Крымско-татарские блюда, песни и танцы, а еще национальные бои. Так в Киеве отпраздновали древний тюркский праздник плодородия и скотоводства Хыдырлес. Встреча весны, он означает, ну, это по легенде старинный Хыдыр и Ильяс. Ну, пробуждение, наверное, как весна, к новой жизни, праздник плодородия, весна, пробуждение, да. Ваши прогнозы как историка, чем закончится вот эта оккупация? Мне бы, конечно, хотелось, чтобы все это закончилось быстрее и благополучно для крымских татар, потому что сегодня, конечно, речь идет, по сути, о новой трагедии. Мы должны это понимать, несмотря на все такие заявления громкие о том, что крымские татары счастливы, реабилитированы. Конечно, мы понимаем, что речь идет о масштабных репрессиях, о том, что народ, по сути, вынужден покидать снова историческую родину. И уже мы говорим об адресных депортациях, которые сегодня или завтра могут, не дай бог, конечно, превратиться в тотальную, как это было в 1944 году. Конечно, мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы Крым был счастлив. Крымские татары в нем тоже. Потому что это наша родина.
солидарен. Спасибо. В студии работал Георгий Спасококоцкий, а в гостях у нас была историк Гюльнара Бекирова. Чтобы всегда быть в курсе событий, подписывайтесь на ЮАКрым в Фейсбуке, а через минуту смотрите новости, не переключайтесь.